Дорогие друзья, мы сегодня находимся в Якутском индустриально-педагогическом колледже имени Членова. Сегодня мы готовимся к Новому году. Такую игрушку можно изготовить дома со своими детишками. И поможет нам, расскажет, как изготовить вообще все этапы создания такой игрушки, преподаватель колледжа Марина Петровна Михайлова. Марина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Какую игрушку будем изготавливать? Так, мы изготавливаем, сейчас уже скоро Новый год, мы изготавливаем елочные игрушки своими руками. И вот у нас варежка. Рукавички, варежка, рукавички. Такие звездочка. Ну вот так Ну, и вот еще какая, смотрите, красивенькая какая. Ой, такая миленькая варежка, рукавичка. Рукавичка, вот. да. Что для этого нужно? Для этого нужно нам фетры разного цвета, разноцветные. Какую хотите, у вас фантазия должна быть все равно. Так, сердечками можно. И шаблоны сделать надо. Вот шаблоны такие. Из бумаги. Звездочки, сердечки, рукавички. Где? Вот она лежит. Вот. Ну вот. И разные у нас эти блески, бусинки. Так, еще у нас цветные нитки, мулине. Вот цветные. Можно вышивку сделать? Да, можно вышивку сделать. Для творчества? Для творчества, вот, например, вот с вышивкой, вот, видите. Так, сейчас все сперва шаблон сделаем мы. Так, вот шаблон мы положили. И мы обводим вокруг этот шаблон. Вокруг фетра. Кусочек фетра. Так, и вырезаем. И вырезаем. Вот так. Вот. Это Деда Мороза. Или Снегурочки. Рукавички. Действие всегда же Дед Мороз приходит деткам. И всегда же у них рукавички должны быть большие такие. Ну и не только к деткам, да? Да, не только деткам. Дед Мороз пусть ко всем приходит. Да, вот шаблон сделали, значит. И сейчас у нас тоже разные эти. Вот шаблон мы сделали, и здесь мы должны вот такие, бусинки должны шить. Так, значит, это бусинка. То есть это, смотрите, вот это вот, да? Рукавичка у нас, она из двух деталей? Из двух деталей, из двух деталей. Из двух деталей обязательно. Вот две детали мы. Вторую деталь мы уже берем сам вот фетр, да? Вырезали. Да. Чтобы они были у нас одинаковые были. Да. Вот так. И смыкались. И вырезаем. Возможно, подойдут ткани синтез, да? Да, плотный такой, без такой плотный тоже. Тоже подойдет. Подойдет. Так что сейчас все подойдет. Нужно обязательно стараться, чтобы был у вас фетр. Но фетр бы желательно, потому что он очень крепко держит форму. Крепко держит форму, и она шьется хорошо. Тоже на машинке. И можно, знаете, украсить всю свою елочку, но это слишком будет, да? Да, очень если много. Одними варежками закидать, елочку. Вот. Ну, смотрите, кроме варежек ведь еще есть вот такие вот звездочки. Звездочки. А звездочки это тоже двусторонние, да? Да, все. Они тоже будут такие вот объемные. Они тоже, да.
для звездочек вот такие вот бусинками можно сделать. Вот, и смотрите, можно даже Да. разных цветов, Да, делать? разных С цветов этой можно. стороны оранжевая, Да. с этой желтенькая. Да, да. Мгм. Ну, это свою фантазия должна Да, включайте работать. фантазию Да. и Ага. начинайте. И вот мы сейчас желтый вот находим. Так. И уже начинаем И начинаем колдовать Да. над варежкой. над варежками. Мы это должны Здесь перешивать. вот вышивка. Да, Посмотрите, тут снежиночки. снежинки. такие, ага, Очень да. миленькие. Начинаем перешивать бусинки. Это могут быть у вас остатки какого-то бисера. Да, Мне кажется, все мастерицы, они такие коробочки своего рода, Да, да, да. Ничего не выбрасывают, все там все ничего не собирают. выбрасываем, Да. все этот одну вещь сделаешь и останется все равно. Что-то Да, останется. да, и все И мы нужно этот. все в закрома куда-то. Да, да, Потому что обязательно. все Ага. пригодится. Вот мы серединки блески пришили. Ага. С бусинкой, чтобы она держалась. И вот сейчас мы будем пришивать. Что вы Так. там задумали? Да, пришивать вот эти Украшения. украшения. Большие эти. И мы все отмечаем тоже. Вот. И вот по этой. Так, у нас должно быть 5 штук. Как будто снежинки. То есть не хаотично, а как-то постараться Да, да. соблюсти. Ну, чтобы Чтоб ровно смотрелось смотрелось ровно, гармонично. гармонично. И вот все мы это делаем. И опять же, вот, берем тоже бусинки. Чтобы закрепить, нам обязательно маленькие бусинки должны быть. А без бусинки она плохо будет смотреться и закрепки не будет. Поэтому обязательно. Обязательно Ага. маленькая Маленькая бусинка. или бисеринка, да? Да. Должна быть. И вот. Закрепили. Закрепили. И вторую уже та- украшение второе. Ну, Да. с Большую крупную, да? снежинку, как будто снежинку мы делаем. Так. И вот это берем и тоже пришиваем. Вот тоненькая сторона. Вот, вот положили и тоже закрепляем. Вот, закрепили. И опять же бусинку будем делать, чтобы она не упала, туда-сюда не болталась. Такие игрушки рукотворные, но это так приятно, да? Это Мгм. так здорово, если вы там кому-то презентуете, в подарок приготовите Вот. эти игрушки. Вот все, закрепила. И сейчас тоже То же самое то же самое. с другой Здесь, стороны. да, уже. здесь немножко закрепку сделаем. И с изнаночной стороны. И пойдем мы ко второму этому идем. Вот. Наши отметки. Да, второе Точно так место. же берем, Да, тоже украшаем. так же берем маленькую бусинку. Вот звездочку уже, Да. шаблон уже вырезан, тут ничего сложного. И нитки можно любые, да? Или как? Так,
На, вот желтую. Ага, желтенькую, да, желтую все-таки. И иголочку нужно. Вот, давайте. 2 слоя сделай. Иголку? Иголку. Ага. Как давно вы работаете в колледже? 24 года. Хороший срок. Да. Очень много студентов прошли через вас. В каждом, наверное, селе у нас в Якутии Да. работают ваши ученики. Да? Мгм. Здорово. Встречаете своих подопечных? Ну, здесь в городе портные были. 2 года учились они. И вот она этот портной закончила, потом и этот МПО закончили. После этого они этот себе свои предприятия открывают. Ага. Несколько лет работала свой этот швейный цех. Предпринимателем она работала, и вот это тоже. Сейчас предпринимательство это вроде хорошо же делается тоже. То есть поддержка предпринимателей? Да, поддержка предпринимателя. И вот, А да. что они шьют на своем предприятии? На швейном цехе они все шьют. Белые. Юбочники пришьют. Ну а так вообще эта профессия, она очень такая Она очень благодарная. благодарная, можно сказать, да. То, конечно, здесь время очень много уходит на этот. Даже 1 минута, как будто этот. Как миг пролетает? Да, или как что? миг. Да, кстати, очень быстротечно Да, время. быстротечно пролетает. И когда шьешь, сидишь долго. Пока это не закончишь, не надо туда-сюда ходить. Это вот Уже, да, уже изделие пока не выходит. Ну, заказчик это все равно, поэтому, когда все не выпускаешь, все время шьешь. Трудоемкая работа. Работа трудоемкая, но тем не менее. Но тем не менее. Если она сможет тебя Да. прокормить очень Да, да. Я еще раньше работала в ателье, закройщицей работала. Здесь в городе? Нет, в Нюрбе. В Нюрбе у нас ателье. И до сих пор есть она. И вот ателье этот работала. В верхней одежде бригадиром работала, закройщицей работала. А потом в город приехала и это, тоже работала в одно предприятие. Там 90-е годы-то денег не было же. А детей надо учить. Кормить. Вот поэтому все время заказы принимала. Ну, то есть, в принципе, вот В принципе, ваша профессия, она вас- моя профессия мне очень помогла. Я потом вот в городе тоже 6 лет в ателье, ну, предприятие было такое. Там работала. А У после нас же много предприятий было. Швея Севера, очень хорошее предприятие. тоже так работала. После этого я сюда перешла. Я здесь уже 24 года работаю. Все-таки, мне кажется, вот швея – это самая такая вот женская профессия, да? Да, женская Швея, профессия. повара, Но, это настолько она какая-то вот, ну, особенно швея, да? да, Это но чисто когда... И главное, ведь все, что мы носим, да, Да, это все, что окружает у нас в быту, это все ведь руками, благодаря швейному производству, да? конечно. Легкой промышленности. Легкой промышленности. Швейной. Вот. А когда ты умеешь шить сам, ой, посмотрите, какая красота. Вот получилась видишь, у меня. да. Гляньте, прям горжусь. В общем, ваши студенты, они просто наверняка очень радуются, когда учатся у вас, потому что за вашими плечами не просто
вы как педагог, но за вашими плечами огромный опыт, да, практически. Практически у меня. Практическая работа. И вы наверняка шьете вообще все абсолютно. Все шью. Знаете, это вот дорогого стоит научиться шить абсолютно все. Это действительно, ну, требует усидчивости, Да, требует каких-то очень, математических способностей. да. Ведь правда же, да, чтобы построить какую-то выкройку, это нужно все просчитать, Да, представить как-то вот 3D-модель такую в голове у себя, да, как это будет выглядеть. Мгм. Если это совершенно новая какая-то модель, Ну. изделие какое-то, даже платье, вот вы краем глаза где-то увидели на показе, там где-нибудь в интернете, оно вам понравилось, или там внучка попросила шить, да, платье на выпускной. да. Вот. Мгм. И представляете, если своими руками это шить, это так здорово, это так памятно, мне кажется. Или свадебный наряд, да? Свадебные Да. платья вам доводилось шить? Да, очень много. Вот, представляете? А ведь свадебные платья ведь хранят. Вот. Да. Ух ты, покажите-ка, как здорово. Вот, получилось. у нас на рукавичке-то что Да. получилось. Вот какая красота. Но это еще не все. Это у нас первый этап. Второй этап у нас Сшивательный. так, да. Мгм. Мы обе стороны все приготовили, соединяем и сейчас Будем соединяем. так. Ну давайте. Да. Эту работу очень такую ответственную вы проведете сами. Да. Да. Вот. Так. Сперва Вот вы сделали, да, сделала вот. Ну, это у нас Всё. такая заготовочка. Да, заготовочка. И сейчас мы это продолжим. Ага, кстати, вот смотрите, чтобы красиво это было, можно, вот нужно обшить вот такой штучкой, да? Да. Вот сейчас обшиваем. Вот иголка с ниткой. Ну, Как этот шов называется? Этот Тамбурный? шов, нет, не тамбурный, это петельный. Петельный. Ага, как будто петли Как будто делала. петелька делала Как машинка. будто, да, как будто петели. И все. Сейчас все ровно все вот пришиваем. Вот за вами Соединяем. практический опыт очень, ну, такой солидный, да? Мгм. Насчет швейных машинок. Какая машинка все-таки, ну, самая лучшая, на ваш взгляд? Ну, Ну, вы же сейчас по удобству, по какой-то там функциональности. ну, сейчас-то, ну, раньше-то в ателье только 22 класс был, но в то время, конечно, тоже хорошие, самые хорошие промышленные Машинки, да, машинки. промышленные машины. У Промышленные. вас, кстати, такие же, да? Или другие Нет, у немножко? нас другие машины сейчас. Вы обучаете ребят? Обучаем ребят, у нас южнокорейские джуки. Промышленные. Промышленные они тоже очень хорошо шьют. Они такие капризные, там ломаются, может быть, там как-то. Ну, ту-ту-ту, они не так надежные. Не так Раньше уж. это Зингер был же надежная самая машинка, да? Ну. У всех она была. Края мы обшили, и сейчас мы набиваем. Вот, Плотненько. плотненько. Ну, кстати, сказать, можно набивать, допустим, какими-то остатками. Ну, Ткани, допустим, да? Да, можно. Не обязательно там. Не обязательно синтепонно. Вот набили, видите, И она объемная стала. уже объемная стала. Рукавичка. И сейчас вот эту мы тоже быстро. Обошьем. Мгм. Сейчас современное шитье стало легче конструировать в связи с интернетом, со всеми делами. Ну, как сказать, как сказать, не так уж сложно. Но сейчас материалы такие сложные стали. Вот, например, блесками. Когда мы вещь делаем, все это, мы все обметываем же. А вот эта ткань не обметывается. Она как будто сейчас, как будто грязная. Да? Внутри она иголку ломает, вот эти блески такие. Вот поэтому стараемся еще блески, еще эти бусинки там. Бывают же такие. То есть ткани сейчас очень сложные. Очень сложные. И для раскроя, видимо. Да, ну и для пошива. раскроя, для пошива вообще сложнее стали.
Ну, а некоторые материалы с этим, как сказать, как будто с резинкой. И она усадку очень много дает. То есть, Так. получается, раньше, например, ткани... Раньше у нас натуральные ткани были. Вот драп, шерсть, шерсть, хлопок. там без, это Лен. все на лен. А когда крепдышин, вот крепдышинный лен мы перед раскроем всегда когда заказать приходят клиенты, мы им говорим, чтобы они на немножко, ну сейчас тоже так же делают, декотировать. Что это значит? Это декотировать, это значит увлажнить материал, немножко в воде подержать и высушить и Разгладить. Да, разгладить. И она тогда усадку дает. А если без этого сделаешь, изделие шьешь, она у вас сядет. Вот поэтому. Но у меня такой случай был. Я сама что-то я не стала вот и сейчас такие как будто резиненные материалы же есть же. И вот они и сейчас мы вот эту. Так, мы сейчас украшение пришиваем. Пришиваем тесемочку. Ну, это даже не тесемка, это кружево, да? Интересно. Вот маленькие дети сейчас, да, современные, они вообще испытывают восторг вот именно от таких вот игрушек. Потому что, когда вот в советское время, да, такого изобилия игрушек там не было. не было. И для нас каждая блестючка была это прямо верхом ну, восторга, эйфории, там вообще просто вот действительно такие восторженные были всегда у нас эмоции при виде вот новогодних игрушек. И остаток мы убираем. Все, у нас готово. Наша игрушка Вот, очень наша игрушка готова. Вот с двух сторон. Красота? Красота, вот так. Все очень просто, дорогие друзья. Ну что, вот игрушка наша вот такая вот одна. Ну, она как бы немножечко, это я ее дома дошью, вот эту игрушечку. Так, вот. И вот игрушка от мастера. Вот. Так что, друзья, ничего здесь сложного. До Нового года осталось у нас времени еще уйма. Так что есть возможность в какой-то выходной свой посвятить подготовке к Новому году, украшений домой, да? Да. Можно, кстати, вот эти вот игрушки самим сделать, приготовить, подарить кому-то на подарочек, родным, друзьям. А можно украсить свою елку, свой дом. Вот. Так что Новый год не за горами. Да. Готовимся. Все, готовимся. И попробуем шить вот такой своими руками.